Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Сосногорские спасательные службы отработали действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Доклад главы. Сергей Гапликов отчитался об итогах работы правительства Коми за прошлый год и обозначил планы на будущее. Народный бюджет. Жители поселка Поляна и деревни Пожня приняли участие в обсуждении предложений в региональную программу. Парад юных войск. В преддверии 74-й годовщины Великой Победы школьники района приняли участие в муниципальном конкурсе. В Сосногорском районе прошли командно-штабные учения, участие в которых приняли все городские спасательные службы, а также представители районной администрации. В селе Усть-Ухта отрабатывались действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной паводком. Еще одному населенному пункту, согласно легенде учений, угрожал лесной пожар. Как отметили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации, все участники учений сработали эффективно и со своими задачами справились. Учения прошли, показали, что формирование готово к выполнению задач, которые по предназначению, то есть по спасанию людей, по тушению лесных пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации при различных видах этих происшествий. Добавлю, что командно-штабные учения проводились в течение 3 дней. Подобные мероприятия прошли по всей стране. В минувший четверг глава Коми Сергей Гапликов отчитался перед Госсоветом об итогах деятельности правительства региона, а также обозначил основные направления работы на среднесрочную перспективу. О том, что сделано и что только предстоит, в нашем материале. Подводя итоги работы за прошлый год, Сергей Гапликов отметил, что работа велась по 11 направлениям. Регион стал вторым в России по темпам прироста ввода жилья, вошел в лидеры по состоянию экологии. Бюджет исполнен с профицитом, а государственный долг сокращен на четверть. Год назад, если вы помните, с этой трибуны я говорил о чувстве некого присущего страха. Отдельным нашим товарищам в различных государственных, муниципальных, представительных органах власти, который не позволяет им выйти из зоны бездействия и работать на результат. Сейчас должен отметить, что ситуация меняется к лучшему. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но ситуация меняется. По итогам прошлогоднего отчета главы были сформулированы апрельские поручения по отраслям, за которые каждый член правительства, будь то зампред или министр, руководитель муниципалитета, а также глава поселения, несет персональную ответственность. Сегодня перед республикой стоят масштабные задачи по реализации в первую очередь национальных проектов, сохранению социальной направленности бюджета и, конечно же, экономической стабильности. Напомню, что 60% бюджетных расходов – это социальная составляющая. Инструменты для развития спорта, здравоохранения, образования, экологии, жилищного строительства, демографии, повышения доходов населения, качества жизни населения на ближайшие 6 лет определены. Масштаб задач колоссальный. Нам необходимо провести реновацию объектов инфраструктуры, отремонтировать школы, дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, приводить в нормативное состояние дороги, улучшить качество предоставляемых услуг и, конечно, окружающей среды. На это в первую очередь нужны очень немалые деньги. На их реализацию в течение 6 лет у нас предусмотрены финансирование более 40 миллиардов рублей. В докладе глава отметил, что жители республики стали активно включаться в работу по благоустройству территорий. В прошлом году впервые проводилось рейтинговое голосование по выбору благоустраиваемых общественных территорий. В голосовании приняло участие более 120 тысяч жителей республики. В этом году будут благоустроены еще более 130 территорий в 46 населенных пунктах. Для удобства жителей создан республиканский сайт «Комфортная городская среда». Здесь можно проголосовать, направить частные инициативы в сфере городского хозяйства, а также увидеть их реализацию. Обращаю внимание руководителей на местах и в первую очередь на сроки заключения контрактов на проведение работ. Коллеги, у нас очень короткий строительный сезон, раскачиваться абсолютно некогда. Особенно это касается дорог, установки детских спортивных площадок. Людей надо информировать своевременно, через СМИ, социальную сеть, на личных встречах. Подключайте местных депутатов. И итоги люди будут участвовать и будут вами
приняты в союзники, если хотите. Это, конечно, очень важный проект, и его итоги зависят от нас, от всех. А вот на органы местного самоуправления в этом году возложены 3 крупных блока полномочий. Они касаются нацпроекта «Экология». Это создание и содержание мест накопления ТКО, определение схем их размещения, а также организация мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры населения. Республика Коми находится в десятке лидеров в национальном экологическом рейтинге регионов России. Эти позиции мы удерживаем на протяжении уже 3 лет. Хочу отметить эффективную работу в этом направлении Минприроды Республики. Они смогли выстроить конструктивные взаимоотношения с природоохранными ведомствами, с промышленными предприятиями, общественными экологическими организациями и волонтерскими движениями. Положительных примеров в каждой категории хватает. Если говорить о достижениях нашего района, то глава неоднократно упомянул о них в своем докладе. Как в части выполненного, к чему можно отнести открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, так и в части тех проектов, которые будут реализованы совсем скоро. К их числу относятся тепличный комплекс и новый железнодорожный вокзал, строительство которого ведется опережающими темпами. Кроме этого, на территории района есть и перспективные планы. В части дорожной деятельности идет продолжение строительства трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар. В сфере агропромышленного комплекса реализуются планы по выращиванию 20 тонн форели на базе форелевого хозяйства. Кроме этого, Сосногорск в числе первых начнет приобщаться к высокому искусству. Совсем скоро у нас появится виртуальный концертный зал, где каждый желающий сможет в режиме онлайн побывать на концертах лучших площадок страны. Но останавливаться на достигнутом не нужно. Особенно важно это сейчас, ведь впереди столетие региона. Нам предстоит пройти большой путь. Достойно провести юбилейные мероприятия, приуроченные к столетию республики. За 6 лет реализовать национальные проекты и добиться качественных изменений в жизни наших земляков. Будущее – это то, что наступит вне зависимости от нашего желания. А вот какое место мы займем в этом будущем, это уже зависит от нас с вами. Решение задач сегодня мы должны быть полезными. И в первую очередь для будущих своих детей. Подводя итог, глава добавил, что каждый должен трудиться, не покладая рук, ради тех, кто уже совсем скоро будет строить будущее нашей республики. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. Представители учреждений здравоохранения ответили на вопросы активистов сосногорских общественных объединений. Темой встречи с членами городской организации инвалидов, районного совета ветеранов и совета по правам человека стало медицинское обслуживание жителей муниципалитета. Первым вопросом повестки дня стало прикрепление граждан к учреждениям здравоохранения. Как рассказали общественникам представители Сосногорской центральной районной больницы, каждый пациент имеет право на выбор медицинской организации. Прикрепиться к поликлинике можно не чаще 1 раза в год. Что дает вам это прикрепление? Если вы прикрепились к данной медицинской организации, то на базе этой организации, куда вы прикреплены, вы будете проходить все виды обследования. То есть все специалисты, вы там будете состоять на диспансерном учете, будете проходить все профилактические осмотры, все анализы, обследования. Вы будете проходить в той больнице, куда вы прикрепились. Если вы прикреплены к другой больнице и приходите в больницу не по прикреплениям, больница, где вы не прикреплены, никакие диагностические методы обследования проводить вам этого не будет. 1 раз в год право выбора дается и федеральным льготникам. В качестве формы поддержки им предлагается либо бесплатное лекарственное обеспечение, либо денежный эквивалент. Основываясь на статистике, медики настоятельно советуют выбирать первый вариант. Чем больше вы будете сохранять свою федеральную льготу, тем лучше у нас будет лекарственное обеспечение. На сегодняшний день, на самом деле, ежемесячно включаются новые лекарственные препараты в эту федеральную льготу. И обеспечение, оно ежемесячно улучшается на самом деле. Те препараты, которых мы раньше не видели по федеральной льготе, их сейчас включают, и дорогостоящие препараты. Поэтому прежде чем отказаться от этой льготы, вы очень хорошо, пожалуйста, подумайте. Встреча с общественниками продолжалась более часа. Озвучив важную информацию, представители медицинских организаций ответили на вопросы участников круглого стола.
Уже более 60 проектов предложили сосногорцы для реализации в следующем году в рамках региональной программы «Народный бюджет». Встречи с жителями проходят как в городе, так и в поселках района. На этой неделе копилка предложений снова пополнилась. Что предложили жители деревни Пожня и поселка Поляна, смотрите в нашем сюжете. Первый проект предложила пожненцам управление ЖКХ. В деревне есть необходимость в установке новых контейнеров для сбора мусора, так как имеющиеся уже не соответствуют требованиям Санпина. Актуальность данного народного проекта в том, что на сегодняшний день в наших населенных пунктах отсутствуют современные контейнерные площадки. Современные контейнеры, установленные на специально подготовленных и обустроенных площадках, позволят не только украсить эстетический вид Пожни, но и будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом. Кроме деревни, контейнерные площадки планируется установить на станции Пожня и в поселке Лааель. Уделить внимание сохранению исторической памяти предложил Владимир Артеев. Наша визитная карточка – это камень основателям деревни Пожня. Очень бы хотелось бы, наверное, я пробовал своими силами, но не получается, огородить его. Вот этот трубы, цепи, щебеночкой подсыпать. И я думаю, что вот это 300 тысяч как раз бы хорошо туда пригодились бы. Памятный знак на въезде в населенный пункт был установлен несколько лет назад и является одной из местных достопримечательностей. Еще один проект, предложенный жителями – обустройство участка дороги, ведущей к ФАПу. Все проекты были единогласно поддержаны участниками обсуждений. А в поселке Поляна жители также единогласно поддержали ремонт 5 колодцев с питьевой водой. В ПСТ Поляны имеются колодцы, требующие ремонта и очистки, а именно частичный ремонт кровли, устройство конька, дезинфекция, чистка дна от тыла и грязи, замена цепи, дверных ручек, замена электрической проводки. Кроме этого, полянцы предложили рассмотреть проект по сносу бесхозного здания, которое не только портит вид поселка, но и представляет собой угрозу для безопасности местных жителей. Позаботились и о спортивном досуге подрастающего поколения. Значит, народный проект нужно внести, я думаю, для наших жителей, для молодежи особенно. Площадку вот эти, как, турники у нас стоят. Надо тренажеры спортивные, хотя бы 3-4 штуки. Эти предложения также получили одобрение и поддержку. В рамках своего визита глава района провел не только встречи по народному бюджету. Многие жители поспешили к нему с личными обращениями и вопросами. На часть из них были даны разъяснения прямо на месте, а некоторые взяты в работу. Побывал Сергей Дегтяренко и в гостях у одной из местных старожилов. Повод для визита самый что ни на есть торжественный. Жительнице деревни Пожня Раисе Михайловне Солощенко исполнилось 90 лет. Глава района лично поздравил именинницу. Вы, кстати, прекрасно выглядите. Очень молодо и бодро. Желаю вам точно так же выглядеть еще 100 лет. К радостному событию готовилась не только виновница торжества. Дочь Раисы Михайловны в честь мамы, чье детство выпало на тяжелые годы войны, написала стихотворение. Легло на хрупкие детские плечи непосильное бремя, но все испытания выдержала она до конца. Сколько работы переделали девичьи руки. Вместе со взрослыми валили деревья, сеяли хлеб. Вспоминается часто и с болью и мукой. Горькое детство тех страшных огненных лет. Поздравляя Раису Солощенко с 90-летием, Сергей Дегтяренко вручил ей поздравления от имени президента страны Владимира Путина. Из Сосногорского района Елена Двожек, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уже скоро россияне отметят очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. В нашем районе главному празднику страны посвящено множество мероприятий. Одно из них – традиционный муниципальный смотр строя и песни «Парад юных войск», который состоялся в Сосногорском физкультурно-оздоровительном комплексе на этой неделе. Андрей Калиничев продолжит. Как и сами участники смотра, традиция проведения в Сосногорске парада юных войск еще очень молода. Но она уже успела стать неотъемлемой частью праздничного марафона. Накануне Дня Победы юные жители муниципалитета не просто постигают основы строевой подготовки, но и вспоминают подвиг дедов и прадедов. На самом деле это немножко организовать детей в каком-то патриотическом направлении. В том плане, что, как и раньше, мы все ходили, пришивали себе погоны различных видов вооруженных сил, родов войск, и как-то это было интересно. То есть некий интерес привить через такой смотр, показать детям любовь к родине, именно что они такие маленькие, но защитники, будущие защитники Отечества.
Мастерство участников смотра оценивают члены жюри и почетные гости мероприятия. В их числе и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сорокваша. Кстати, Михаил Иванович не пропустил ни одного парада юных войск. Это возрождение для будущего, чтобы не угасал огонек тот, который достигли мы, фронтовики, во время Великой Отечественной войны. Поэтому я с гордостью отношусь, что я передаю то, что на фронте молодому поколению. К параду юных войск все его участники готовились со всей ответственностью. Нужно было не только отрепетировать строевой шаг и песню, но и подготовить соответствующую экипировку. Мы очень много времени тратили на то, чтобы все команды, все проработать, и чтобы сегодня у нас было все хорошо, и чтобы мы были достойными. Командиры выбирали очень долго. И вот перед самым началом уже нам выбрали командира. В одном строю с будущими защитниками Отечества прошли и представительницы прекрасной половины человечества. А команда 4-й школы и вовсе состояла из одних девочек. Все участники парада юных войск получили дипломы за победу в различных номинациях. Также был отмечен лучший командир смотра. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. После холодного периода в выходные дни заметно потеплеет. Повышение температуры принесет циклон. В ночь на субботу температура воздуха еще будет в пределах -2, -7. В воскресенье повсеместно приблизится к 0 градусов. На большей части территории в выходные ожидается +6. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.